вылупались книги и расчихалась. Открыв чистую страничку, я взяла свое вечно пишущее перо и начала новую часть. Ведьма. Ложь и правда. Факт первый. Ведьмы – старые, уродливые бабки с костлявыми пальцами и длинными носами. Кто вам сказал такую чушь? Я взяла в руку зеркальце и взглянула на свое отражение. Ничего не уродливое и не старое совсем. Ведьмы разные бывают. Мне вот, например, всего 17 лет от роду. Волосы рыжие, мягкие. А чистоте и голубизне глаз позавидует любая честная девушка. Так что чушь это, а не факт. Факт второй. Ведьмы летают на метлах. Глупость. Сами посудите, удобно ли всю ночь сидеть на жесткой, тонкой метле. Отроду я не пользовалась и ни на каких вениках не летала. Я так левитирую, без всяких приспособлений. Факт третий. Ведьма варит вонючее зеленое варево в грязных котлах. Ну, есть у меня котел, но он совсем не грязный. У меня все по санитарным нормам. Уборка каждую неделю. Бывает, варю зелья, но никакие они не зеленые, а лиловые или бежевые. И пахнут цветами, между прочим. Факт четвертый. Ведьмы собирают мышек, змеек, жучков и паучков. Сушат их и едят. Нет, это уже оскорбление. Змея боюсь до одури, с мышами лажу, а с пауками полгода воевала и выиграла. Есть в них совершенно незачем. Я питаюсь исключительно свежими овощами, а дом украшаю амулетами и фенечками, а не гирляндами из протушек мышей. Факт пятый. Ведьмы крадут и едят детей. Неужели вам так интересно ведьминское меню? Заняться мне больше нечем, только на детей охотиться. Я с ними дружу, между прочим. Всем табуном за мной бегают, конфеты выпрашивают. Фух, на сегодня хватит. Я закрыла книгу. Ведьмы мне детей крадут. И все, пронюхали. Часы пробили 12. Вот леший, на шабаш опоздаю. Я выбежала в прихожую, накинула на плечи черный плащ, на улице вскочила на метлу и, громко рассмеявшись, полетела. Ведьмы, они разные бывают. Пойди, пойми.